Полицейские Нур-Султана предложили по-новому наказывать водителей за нарушение правил дорожного движения. По мнению правоохранителей, нарушителей необходимо штрафовать по балльной системе, а именно за каждое нарушение ПДД, в том числе зафиксированное камерами, начислять баллы. При превышении лимита баллов предлагается лишать водительских прав. У нас люди уже не боятся просто штрафов, а надо, чтобы у человека была ответственность. Вот сейчас по Сергеку у нас идут сплошные нарушения, человек нарушил, штраф уплатил и дальше едет. Никакого раскаяния, урока никто не выносит. Один раз нарушил, второй раз и третий, но потом на тебя должно налагаться что-то серьезное. Ты же не можешь продолжать спокойно ездить, уплачивая за собой штрафы, сказал первый заместитель начальника департамента полиции Нур-Султана Бакытжан Малыбаев. Отмечается, что подобная система штрафования по баллам уже действует в Украине с 2015 года, а с этого года появилась в Армении. Как оказалось, в Украине каждому водителю ежегодно начисляется 150 баллов, и за каждое серьезное нарушение ПДД снимают сразу по 50 баллов. Сообщается, что баллов хватит, чтобы нарушить правила без денежного штрафа 3 раза в год. В Армении, по информации издания, каждому водителю на год предоставляется 9 баллов. Если автолюбитель за год исчерпает все эти баллы, то лишается водительских прав на 6 месяцев и может восстановить их через 3 месяца, сдав теоретический экзамен. 3 балла вычитается за езду против движения по улице с односторонним движением или превышение скорости на 31-50 км в час, 2 балла за ухищрение с госномерами, а по 1 баллу водители теряют в случае неправильных поворотов и разворотов, нарушений проезда на перекрестке, пешеходных переходов, обгона, курение во время езды, незастегнутых ремней безопасности и разговоров по телефону. Издание отмечает, что депутаты Сената парламента пообещали обсудить эти вопросы с НПО, учеными, а затем в парламенте с коллегами. Если штрафы по балльной системе получат положительный отклик в обществе, народные избранники намерены внести нововведения в законодательство.